Этот населенный пункт, расположенный на берегу озера Копа, был основан в далеком 1824 году как военное укрепление. А сегодня этот город является современным, динамично развивающимся областным центром Акмолинской области, где в мире и согласии проживают представители 17 национальностей. Знакомьтесь, прекрасный город Кокшетау. И сегодня ему исполняется 194 года. Впервые за много лет в Кокшетау с небывалым размахом отпраздновали День города, который посетили более 30 тысяч человек. Приглашаем вас вместе с нами окунуться в атмосферу этого незабываемого дня. А знакомить нас с этим замечательным городом сегодня будет один из самых активных его жителей – блогер Дани Капаров. Люди, живущие в Голливуде, на самом деле не догадываются, что буквы их Голливуд были придуманы кокшетауцами. Вот видите, да, буквы Кокшетау? Но они даже не знают об этом. А нам-то что, не жалко? Пусть пользуются. Звуки музыки, льющиеся отовсюду, праздничные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, прошедшие в разных уголках областного центра, так началось празднование Дня города, который в этом году был посвящен 20-летию столицы нашей Родины – Астане. Друзья, всем привет! Сегодня мы отмечаем День города, и прямо сейчас, буквально через 5 минут, приедет Аким Акмолинской области на открытие новой электронной библиотеки в городе Кокшетау. Ну а я буду первый, кто испробует и зайдет, побывает в этом уникальном помещении. Какой день рождения без подарков? Праздник открытий. Так двумя словами можно охарактеризовать прошедший день города. Одно из них – новая электронная библиотека. Доказательство того, что в нынешнее время это актуальный информационный ресурс. Этот проект реализован в рамках программы «Рухани Жангару». В торжественном мероприятии приняли участие руководитель региона Малик Мурзалин, аким города Кокшетау Ермек Маржикпаев, писатели, поэты и известные деятели искусства. Дани Капаров с места событий. Друзья, смотрите, какое здесь уникальнейшее кресло. Вот Асель сейчас нам расскажет. Асель, расскажите, пожалуйста. Это мультимедийное кресло, в которое можно сесть, можно отдохнуть и также послушать электронные аудиокниги. А телепортироваться можно? Нет. Блин. Также можно подключить свой смартфон и послушать то, что вы хотите услышать. Все внутри. А вот прямо сейчас, что вы сейчас послушали? Нашу национальную дамбру, музыку. А что-нибудь повеселее есть? Здесь все такое спокойное. Привычный читальный зал превратился в настоящий коворкинг-центр с Wi-Fi, с зонами для комфортного изучения литературы в цифровом формате, оснащенными моноблоками и медийными креслами для прослушивания аудиокниг. В электронном книжном фонде библиотеки пока порядка 300 произведений акмолинских писателей-краеведов. Надо отметить, что имеющаяся здесь техника, в частности устройство, преобразующее бумажные книги в формат PDF, самые новейшие. В этот же день для юных конструкторов был открыт детский технопарк. В этом образовательном центре будут работать кабинеты начального технического моделирования, основ программирования, робототехники, авиа- и судомоделирования. Все желающие от 5 до 18 лет смогут посещать его совершенно бесплатно. День города Кокшетау, 30 июня. Смотрите, собралось сколько народу, просто нереальное количество. А все потому, что открывается новый технопарк. Попробуем пройти. Смотрите, сколько людей. Всем привет, привет. 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 Смотрите, какой робот. Даже роботы поздравляют жителей города Кокшетау с Днем города. Смотрите, специальный танец для вас. В этот же день во Дворце культуры Достар состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого были награждены кокшетауцы, внесшие вклад в социально-экономическое развитие родного города. Для гостей выступали творческие коллективы Акмолинской области, которые в очередной раз доказали, как же богата талантами наша земля. А пока наши гости наслаждаются концертом, давайте вместе с вами узнаем, как выглядит город сегодня. Вот они билеты, счастливые билеты, чтобы увидеть город Кокшетау с высоты птичьего полета.
Побывав впервые в Кокшетау, понимаешь, что здесь природа щедро одарила жителей города пышной зеленью и водоемами. По соседству расположены одни из самых популярных курортов страны – Бурабай, Щучинск, Зеренда, куда съезжаются люди со всех уголков Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. Как и в курортной зоне, в этом году в Кокшетау идут активные работы по благоустройству города. За короткий срок преобразились улицы и дворы домов, строят новые социально важные объекты. Дороги, аллеи, реставрируют парки, скверы, модернизируют освещение. Кроме того, власти взялись за реализацию смелых инженерных проектов. Начато строительство нескольких крупных развязок и впервые за последние 50 лет дорожного и нескольких пешеходных мостов. Как по заказу, после долгих дождливых дней впервые лето порадовало всех нас долгожданными лучами солнца и теплым ветерком, а администрация города в этот день устроила настоящий праздник лета и красок для сотен жителей и гостей Кокшетау. На набережной озера Копа состоялся первый Open Air – молодежный фестиваль Summerfest. Зажигательный флешмоб Zumba Dance с красками холли разукрасил небо в тысячи ярких цветов, подарил улыбки и хорошее настроение всем присутствующим. На сцене шли конкурсы на знание истории родного города Кокшетау. На берегу разместилась фотозона, где все желающие могли сделать 3D-снимки на память и получить их по электронной почте. А у импровизированного бара на пляже любой желающий мог угоститься фруктовыми коктейлями от компании Кокшетау Минводы и насладиться вкуснейшим мороженым от кокшетауского производителя Гормолзавод. В честь праздника на центральном стадионе состоялся футбольный матч 16-го тура первой лиги между хозяевами поля Окжетпесом и Экибастузом. Счет открыл игрок Окжетпеса Алибек Булешев с пенальти на 37-й минуте. Аслан Еркен на 65-й минуте делает счет окончательным. Ну вот, друзья, наступил тот самый кульминационный момент, когда все жители города Кокшетау и гости города собираются на центральной площади Аблайхана. Выступают звезды на концерте. Сегодня городу исполняется 194 года. Но в 11:00 нас ждет праздничный салют. С Днем города, друзья! Поздравляю всех кокшетауцев! Праздничный вечер открылся великолепной масштабной концертной программой под открытым небом. Неизменным громом оваций кокшетауцы и гости города встречали выступления звезд выходцев из Кокшетау – Бибигули Искаковой, Талгата Кинджибулатова, Олжаса Сабижана. Вместе с ними с Днем города поздравили хедлайнеры программы, звезды отечественной эстрады Луина, любимцы молодежи группа 91 и российский певец Авраам Руссо. Казалось, что собравшиеся на площади Аблайхана знают наизусть все звучавшие песни. Так здорово и дружно они поддерживали всех артистов. Поздравляем город Кокшетау с днем рождения! Ура! Ярким завершением Дня города стал красивый фейерверк, раскрасивший ночное небо сотнями разноцветных огней. С днем рождения, любимый город Кокшетау!